Калибр 7,62 на 39. Этот автомат максимально похож на оригинал. Подержать его в руках мог любой желающий, как и сесть за руль боевого КАМАЗа. Нижнекамск всегда славился хорошей подготовкой призывников. Двое из тех, кто уже отслужил в этот знаменательный день, получили грамоты от министра обороны России Сергея Шойгу. Один из них – Амир Гайнуллин. В армии учат дисциплине. После службы, можно сказать, ты начинаешь ценить то, что умеешь. То есть надо выйти из зоны комфорта, чтобы понять. Ряды вооруженных сил России весенний призыв из Татарстана пополнит более 3000 ребят. 200 из них из Нижнекамского района. Если мы хотим жить и творить в мирном городе, мирной стране, то мы должны, конечно, его защищать. И задает вопрос, кто, если не я? В рамках патриотического марафона для будущих призывников, но пока еще студентов, прошла лекция о роли России в современном мире. Говорили здесь и об информационных атаках на страну, и фейках в соцсетях. Тема достаточно была интересная, рассказали все расширенно, подробно, рассказали о фейках, о насыщенных темах, которые сейчас волнуют всех, и, по крайней мере, студенты очень были заинтересованы, задавали много вопросов, получили подробную информацию. Марафон «За Россию» проходит по всей стране. На прошлой неделе к нему присоединились набережные Челны. Главная цель – поддержка российских военных, участвующих в специальной операции на территории Украины. Акция в Нижнекамске завершилась большим концертом. Хедлайнером стали легендарные «Голубые береты» из Москвы. Свои лучшие композиции на русском и татарском языках представили нижнекамские коллективы. Вечерний концерт на площади Лимаева собрал больше 3000 человек. Светлана Звонарева, Александр Халин, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.